эфире телеканала «Якутия-24» программа «Актуальное интервью». Здравствуйте. Вопросы защиты прав предпринимателей и создания благоприятного инвестиционного климата находятся на контроле прокуроров. О льготах и гарантиях в сфере малого и среднего предпринимательства нам расскажет прокурор города Мирного Виталий Никеев. Виталий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Кого мы должны относить к субъектам малого и среднего предпринимательства и сколько предпринимателей осуществляет свою деятельность на территории Мирнинского района? Категория субъектов предпринимательской деятельности определены федеральным законом от 24 июля 2007 года номер 209 ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации. Это один из основных законов, на котором мы сегодня будем часто останавливаться. Так, к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйственное общество, хозяйственное товарищество, хозяйственное партнерство, производственные кооперативы, индивидуальные предприниматели, которые соответствуют определенным условиям. Одним из таких условий является среднесписочная численность состава конкретного предпринимателя за календарный год. К примеру, работники микропредприятия должна быть до 15 человек, малых до 100 человек, средних от 101 до 250 человек. Еще одним условием является доход, полученный предпринимателем, который не должен превышать предельные размеры, установленные правительством Российской Федерации. На территории района зарегистрировано 2503 субъекта предпринимательской деятельности, именно малых и средних предпринимателей. Наиболее популярными видами предпринимательской деятельности на сегодняшний момент у нас является оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий, что составляет примерно 43% от общего количества, транспорт и связь 22%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставлением услуг по 10%. А как вы в общем оцениваете предпринимательский климат в районе? В районе, на мой взгляд, создана достаточно эффективная система поддержки малого и среднего предпринимательства, которая включает в себя предоставление кредитной, гарантийной, консультационной, образовательной поддержки. На территории района созданы и действуют такие учреждения, как муниципальное автономное учреждение «Центр развития предпринимательства и туризма». Благодаря этому центру у нас прошли обучение по системе основы предпринимательской деятельности 66 жителей района. Также с 280 субъектов малого предпринимательства и среднего предпринимательского года проведены семинары. Также это обучение прошло у нас 603 физических лица. В целом, обучение и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с федеральным законом номер 209 ФЗ является определенной гарантией предпринимательства. Кроме того, здесь необходимо отметить, что в 2019 году на территории района зарегистрировано более 400 субъектов малого и среднего предпринимательства, что составляет примерно 20% от их общего количества, которое существует сейчас на территории. Какие меры поддержки предпринимателей сегодня наиболее актуальны и какая поддержка им предоставляется? В настоящее время самой востребованной традиционно остается, на мой взгляд, финансовая поддержка. Она оказывается в рамках реализации муниципальных программ. К примеру, администрация муниципального образования город Мирный в 2019 году действовала муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства. В рамках реализации указанной программы предпринимателям оказана поддержка на общую сумму 1 миллион 345 тысяч 500 рублей. В 2018 году эта сумма составляла 1 миллион 245 тысяч рублей. В остальных поселениях, а также в администрации Мирнинского района действуют свои муниципальные программы поддержки предпринимательства. В этом плане прокуратура города неоднократно проводились проверки и выявлялись факты, когда в отдельных муниципальных образованиях отсутствовали указанные программы. Прокуратура города принимались меры прокурорского реагирования в виде внесения представления об устранении нарушений федерального законодательства. По результатам рассмотрения указанных представлений данные программы разрабатывались, соответственно, в дальнейшем реализовывались. Если остановиться на конкретном примере, то администрация муниципального образования город Мирный поддержка предоставляется в форме выделения субсидий по различным направлениям. Так она может предоставляться для модернизации производственного оборудования, которое используется в производстве, либо для восполнения доходов, затраченных на арендную плату за имущество, использованное в производственном процессе. Третий вариант – поддержка может быть предоставлена субъектам предпринимательства, которые начинают свою производственную деятельность. И четвертое – это поддержка в области подготовки, самоподготовки, переподготовки, в повышении квалификации именно предпринимателей и также консультационные услуги. Порядок оказания каждого вида поддержки устанавливается муниципальными нормативными актами и, согласно действующему законодательству, в обязательном порядке публикуется на официальных сайтах муниципальных образований. Поэтому предпринимателям, которые желают получить указанную помощь, необходимо в постоянном режиме мониторить указанные сайты и, соответственно, либо являться в администрацию для получения необходимой информации. К заявлению необходимо прикладывать пакет документов,
которые определяются именно муниципальными актами. К примеру, заявление о получении субсидий на модернизацию объектов производства необходимо приложить документы, подтверждающие понесенные затраты, так как в целом у нас, согласно законодательству, размер поддержки не может составлять более 85% реально понесенных затрат. Влечет ли получение субсидий и возложение каких-либо обязанностей на предпринимателей? Да, конечно, безусловно, я предлагаю рассмотреть это на конкретном примере. Так, предприниматель, который зарегистрирован не более года, решил подать заявку на получение субсидии как начинающему собственное дело. В заявке он должен приложить копию паспорта, бизнес-проект своей деятельности и документы, подтверждающие понесенные расходы. Так как согласно порядку выделения субсидий, собственные расходы должны быть произведены до предоставления гранта, и их сумма должна быть документально подтверждена в размере не менее 15% от гранта. Далее, значит, его заявка рассматривается комиссионно и принимается решение о заключении соглашения о предоставлении субсидий, либо об отказе в заключении данного соглашения, о чем в обязательном порядке предприниматель должен быть уведомлен в течение 5 дней даты принятия соответствующего решения. Впоследствии к предпринимателю, которому применено положительное решение, с ним заключается соглашение, а субъект предпринимательской деятельности обязан обеспечить целевое расходование предоставленных ему бюджетных средств. В качестве обязанности необходимо отметить, что, во-первых, он в течение 60 дней предоставляет документы, подтверждающие целевое расходование данных денежных средств, а также в дальнейшем ежегодно в течение 3 лет предоставляет сведения о целевом расходовании и о том, что его бизнес-проект в настоящее время является эффективным. Поэтому здесь можно подвести точку и сказать о том, что основной его обязанностью является предоставление данных и сведений о целевом расходовании бюджетных средств и об их эффективности. А что же делать, если на получение субсидий претендует, к примеру, несколько предпринимателей? Существует определенный порядок предоставления субсидий, согласно которому предусмотрены критерии отбора заявок на получение данных субсидий. Каждая заявка рассматривается, то есть каждая отдельная заявка предпринимателя рассматривается с точки зрения приоритетности вида деятельности, на который она подана, создания новых рабочих мест в период реализации проекта и среднесписочной численности предприятия. По всем указанным направлениям предприниматель получает баллы. И в итоге тот предприниматель, который получил большее количество баллов, грубо выражаясь, выигрывает, и с ним заключается соответствующее соглашение. Хотелось бы отметить, что как раз при проведении прокурорских проверок на это обращается большое внимание, и внимание именно уделяется соблюдению законодательства о защите конкуренции. То есть в этом случае ни в коем случае у нас не может выиграть тот предприниматель, который получил наименьшее количество баллов, при этом с ним заключается соглашение о предоставлении субсидий. Вся процедура субсидий является открытой процедурой. Сведения об их получении и о предпринимателях, которые получили поддержку от государства, должны быть опубликованы на официальном сайте органа местного самоуправления. В данной части прокуратуры города Мирного также выявлялись нарушения, были приняты меры прокурорского реагирования, и все сведения о поддержке предпринимателей были размещены на соответствующих официальных сайтах администрации муниципальных образований. Предусмотрена ли поддержка предпринимателей в рамках взаимодействия, к примеру, с некоммерческими организациями или иным способом? В апреле 2019 года создана некоммерческая организация «Муниципальный фонд развития Мирнинского района». Основной целью фонда является содействие развитию субъектов малого предпринимательства, содействие формированию благоприятного инвестиционного климата, а также практической реализации мероприятий стратегии социально-экономического развития Мирнинского района. Хотелось бы отметить, что в декабре 2019 года указанным фондом предоставлены первые займы на реализацию 5 бизнес-проектов на общую сумму 11 миллионов рублей. Выгода предпринимателей в данном случае заключается в том, что они получают займы с пониженной процентной ставкой. Если говорить об имущественной поддержке предпринимателей, какие направления в данной сфере необходимо отметить? Хотелось бы отметить, что федеральным законом номер 209 ФЗ о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации предусмотрено, что органы местного самоуправления обязаны составлять перечни муниципального имущества. Указанные перечни ежегодно обновляются до 1 ноября текущего года, соответственно, туда добавляется перечень муниципального имущества. Данное муниципальное имущество используется в целях предоставления его во владение, пользования, в том числе на долгосрочной аренде, в том числе с предоставлением льготных арендных ставок именно субъектам малого и среднего предпринимательства. Такие перечни утверждаются на территории всех поселений муниципалитетов и предоставляются именно субъектам малого и среднего предпринимательства. К примеру, администрация муниципального образования Мирнинский район в 2019 году данным перечнем охвачено 26 объектов. Общая площадь этих объектов составляет более 9 тысяч квадратных метров, в том числе 2 земельных участка, площадь которых более 5 тысяч квадратных метров. Из них в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено 14 объектов общей площадью более 2,5 тысяч квадратных метров.
Существуют ли у предпринимателей какие-либо преимущественные права на приобретение имущества? Да, такие права у них есть. Хотелось бы отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого ими имущества из государственной или муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на приобретение такого имущества по цене, которая равняется его рыночной и определенной независимым оценщиком. Но в данном случае имеется несколько условий. Во-первых, арендуемое имущество должно находиться в их временном владении или пользовании в течение 2 и более лет. Во-вторых, у предпринимателя должна отсутствовать задолженность по арендной плате за такое имущество. И в-третьих, субъект малого или среднего предпринимательства должен являться действующим. То есть он должен быть не исключен из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Могут ли муниципальные власти воспользоваться услугами субъектов малого предпринимательства, к примеру, в закупке товаров или предоставлении различных услуг? Согласно действующему законодательству, заказчики, к ним относятся как государственные, так и муниципальные, обязаны осуществлять закупки у субъектов именно малого предпринимательства в объеме не менее чем 15% от совокупного годового объема закупок. Здесь хотелось бы напомнить, что у нас малые предприниматели – это те предприниматели, у которых численность общая составляет их сотрудников до 100 человек. Это является достаточно хорошим стимулом, и всех государственных муниципальных заказчиков обязывают заключать с ними контракты. Соответственно, нам, естественно, понятно, что у них появляется работа, появляются заказы, соответственно, появляются какие-то денежные средства и возможности для реализации своих будущих планов. Далее, по итогам года заказчики обязаны составлять отчеты об объеме закупок у субъектов именно малого предпринимательства и до 1 апреля года, следующего за отчетом, опубликовывать указанную информацию в единой информационной системе. В такой отчет заказчик включает информацию о всех заключенных контрактах именно субъектов малого предпринимательства. Прокуратура города Мирного также нарушения в данной сфере выявлялись. Были установлены факты, когда при проведении госзакупок одной из администраций района указанный 15% барьер не был соблюден. Соответственно, было внесено представление, и при формировании деятельности уже в 2019 году указанные нарушения были устранены. Права предпринимателей, именно субъектов малого предпринимательства, были обеспечены, соответствующие договоры с ними были заключены. Ну вот в настоящее время довольно большой объем информации мы все узнаем в интернете. Должна ли предпринимателям оказываться какая-либо информационная поддержка в данной сфере? Да, в настоящее время информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства должна осуществляться органами государственной власти и органами местного самоуправления. Осуществляется она в виде создания федеральных, региональных, муниципальных информационных систем, официальных сайтов информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства именно в сети интернет. Значит, указанные системы создаются в том числе в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства необходимой информации о реализации программ поддержки, о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпринимательства. К примеру, прокуратурой города Мирного в 2019 году были выявлены факты, когда 2 сайта органов местного самоуправления не содержали эту необходимую информацию. В результате прокуратуры города было внесено представление, информация была размещена, но не в полном объеме. В дальнейшем, с целью исполнения требований прокуратуры, мы обратились в суд, исковые заявления были удовлетворены, информацию разместили, и, соответственно, права предпринимателей были восстановлены в полном объеме. Ну вот в нынешних условиях карантина стоит ли предпринимателям надеяться на какую-то поддержку? Да, я думаю, стоит, потому что 24 марта 2020 года за номером 1075 главой республики издан указ. Данным указом приняты первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Ну, если коротко, могу рассказать о следующих моментах. Так, для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере туризма, гостиничных услуг, общественного питания, образования, бытовых услуг, на весь 2020 год будет снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения доходы до 1%, а по упрощенной системе налогов доходы минус расходы до 5%. При этом выпадающие доходы местных бюджетов будут компенсированы из государственного бюджета. Следующее. В текущем году для тех, кто работает в сфере гостиничных и ресторанных услуг, также освободят от имущественного налога, а предпринимателей, регулярно перевозящих пассажиров автобусами, от транспортного. Субъектам малого предпринимательства, арендующим, занятым в сфере торговли, гостиничного дела, арендующим государственное или муниципальное имущество, дадут возможность отсрочить арендную плату на период действия режима повышенной готовности. Также предусмотрена докапитализация Фонда развития предпринимательства Республики Саха-Якутия. Фонду будут выделяться средства из бюджета для оказания дополнительных мер поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства. Заемщики фонда могут пользоваться отсрочкой платежей. Следующей мерой поддержки является тот момент, что приостанавливаются процедуры банкротства в отношении малого и среднего бизнеса
именно инициированы исполнительными органами власти, республиканскими министерствами, комитетами и ведомствами. Еще одной мерой поддержки является предоставление государства муниципального имущества для развития внутреннего туризма, субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства. Какая актуальная задача в сфере развития предпринимательства стоит в Мирнинском районе в этом году? Основной задачей является недопущение фактов издания муниципальных нормативно-правовых актов, устанавливающих необоснованные процедуры и запреты, устанавливающих ограничения конкуренции, предоставления отдельным лицам каких-то преференций, привилегий, истребование излишних документов от предпринимателей, что строго запрещено законов, истребование не предусмотренных законом сборов и платежей, а также недопущение ограничения прав предпринимателей, свободы их экономической деятельности. Также необходимо обратить внимание, что в Уголовном кодексе Российской Федерации существует статья 169, называется «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности». Создана она с той целью, чтобы органы местного управления, другие контрольно-надзорные органы не создавали каких-то препятствий в осуществлении деятельности. К примеру, если предприниматель обращается в администрацию с каким-то вопросом, ну, к примеру, предоставление земельного участка, то если принимается решение об отказе предоставления земельного участка, данное решение должно быть законным, обоснованным, мотивированным. В том случае, если данные требования закона не исполняются, у правоохранительных органов возникает возможность проводить уже процессуальные проверки и принимать решения о возможности привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Виталий Александрович, спасибо, что уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Вам тоже большое спасибо. До свидания.